Прямой эфир, телеканал Якутия-24. Это программа «Итоги дня». В студии Влад Давыдов. Добрый вечер. Смотрите далее. Карантин отменен. Занятия в школах Якутска возобновляются с 12 числа. Свято место не без нарушений. В столице реставрацию собора ведут без документов. В прокуратуру поступило заявление. Движение с мертвой точки. В проблеме жильцов дома по проспекту Ленина в Якутске появились новые подробности. Собеседование и письменная часть. В этом году экзамен по русскому языку в 9 классах будут сдавать в 2 этапа. Сюжет из Мирного. Праздник Белого месяца. В городе Нерюнгри отметили буддийский Новый год Сагалган состязаниями и конкурсами. Первые зимние наши дети Азии набирают обороты. Свежие новости от наших корреспондентов из Южно-Сахалинска. Карантин отменен. Занятия в школах Якутска возобновляются со вторника, 12 февраля. Об этом сообщили в управлении образования столицы. Также со вторника начнутся работы кружков, секций, дополнительных занятий и других школьных и внешкольных мероприятий. Напомним, карантин для школьников всех классов в Якутске был введен с 23 января в связи с ростом ОРВИ и гриппа. Была динамика роста болеющих детей. Нынешняя ситуация идет спад. Если для примера, если на прошлой неделе было 100 групп дошкольных образовательных организаций на карантине, то их осталось нынче 22. Поэтому комиссия приняла решение о возобновлении учебного процесса. Экс-замминистра МВД Якутии Николая Мамчура приговорили к 5 годам колонии общего режима. Следствием и судом установлено, что в апреле 2016 года Мамчур, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своем служебном кабинете, вызвал к себе находившуюся на посту сотрудницу. Далее произошло то, в чем обвинили бывшего полковника: совершение покушения на изнасилование и действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей. Якутским городским судом вынесен приговор в отношении подсудимого, обвиняемого в совершении покушения на изнасилование и действий сексуального характера с применением насилия к потерпевшей. Судом подсудимому окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет в исправительной колонии общего режима с дополнительным наказанием в виде лишения специального звания. Мера пресечения подсудимого в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменена на заключение под стражу. Подсудимый взят под стражу в зале суда. Кроме того, частично удовлетворен иск гражданского истца на сумму 1 миллион рублей. Рассмотрение уголовного дела проводилось в закрытом судебном заседании. Приговор суда не вступил в законную силу. Мужчина, пострадавший в дорожно-транспортном происшествии на участке дороги Витим-Талаканское месторождение в Ленском районе, может быть переведен в травматологическое отделение Ленской районной больницы. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Республики. На данный момент пострадавший находится в здравпункте. Его состояние оценивают как стабильное. Напомним, серьезная авария произошла накануне. Машина пострадавших въехала в прицеп груженного экскаватором трала. Водитель получил множество переломов, несовместимых с жизнью, и скончался. Пассажир получил закрытую черепно-мозговую травму. Проблема жильцов дома по проспекту Ленина 7/2 в Якутске двинулась с мертвой точки. Напомню, дело в капитальном ремонте объекта. Работы никак не могут завершиться с лета прошлого года. Из-за этого газовые службы отказываются подключать газ в этот дом. В теме продолжает разбираться наш корреспондент Сусанна Рожина. Первый блин комом. Именно так можно охарактеризовать ситуацию, в которой оказались жильцы дома по проспекту Ленина 7/2. С прошлого лета у них продолжается капитальный ремонт. К этому ремонту не были готовы ни жильцы, ни подрядные организации. И поэтому до сих пор жильцы сидят без газа. Первое, это до сих пор не подключили газовое оборудование. Второе, у нас по отоплению сделали так, как не было раньше. Получается, намного сделали хуже и экономичнее, что было в самом начале строительства. Обещался на следующей неделе, через 2 недели
В общем, кормил завтраками, но до сих пор не был. До Нового года, собственно, не было подключения. Сейчас они мне обещают в течение 20 теперь дней подключить газ. Этот 64-квартирный дом стал первым на очереди по замене внутридомового газового оборудования в целом по республике. Поэтому подрядные организации оказались не готовы к этим видам работ ни физически, ни материально. Общая сумма по договору составила 8 миллионов рублей. Суммы, которой недостаточно именно по конструктиву газоснабжения, она составила у нас 342 тысячи. Подрядчик, значит, это дело тоже осознавал и осознанно пошел на участие. Вот, и поэтому на сегодняшний день говорить об этом, что сумма недостаточная, ну, наверное, некорректно. Генеральный подрядчик компании «Юнион» заключил новый договор со специализированной компанией, которая уже начинает работы по замене газового оборудования. Но теперь возникла другая проблема. Жильцы, уставшие от продолжительного ремонта, отказываются впускать их к себе в квартиру. Если не будет стопроцентного допуска, то субподрядчик может отказаться от оказания этого вида работ. В данный момент нашли субподрядчика, который имеет все лицензии, все разрешения и должны были сегодня приступить уже к работе. Но, к сожалению, опять же столкнулись с такими моментами, что жильцы не допускают к системе газоснабжения, которая проходит у них через квартиру. Мы же узнали, что один был расконвоированный, один вообще в розыске был. Мы его по объявлению увидели, ну, что его разыскивает. А мы сказали, да он же у нас уже в 2 подъездах вот, вхож был. И нам вчера, когда мы ходили, говорили о том, что пришли на собрание, они говорили, почему набирают с улицы. По словам газовиков, если на днях работы начнутся, то в марте дом будет полностью подключен к газу. Но главная проблема – это недоверие жильцов. Тем не менее, подрядная компания, по вине которой произошла задержка, готова полностью оплатить работу по замене внутридомового газового оборудования. Сусанна Рожина, Семен Семенов, Якутск. Администрация Якутска взялась за благоустройство домов строительного округа. Работы начались в 17-м квартале. Устанавливают новые разборные металлические баки для жидких бытовых отходов. Их будут использовать в зимний период. Жидкие отходы в них замерзают и в таком состоянии удобно вывозить. Всего установлено 18. В этом сезоне планируют установить порядка 70 таких баков. А для сбора жидких бытовых отходов летом готовят выгребные ямы. Объем одной составит 10 кубов и рассчитано на 4-6 домов. На эти виды работы в бюджете столицы предусмотрели порядка 7 миллионов рублей. Как временно, скорее всего, подходит, потому что вот то, что жилье аварийное, но мы еще не знаем, когда нас снесут и насколько нам эту яму, может быть, это будет еще на очень-очень долго. Ну, я считаю, что это просто растрата денег и все, впустую. Лучше бы провели нормальный слив в каждый дом, нормальные канализационные трубы. У нас много здесь очень пожилых людей, им дойти очень тяжело, и они поэтому льют прямо возле подъездов. Поэтому лучше бы сделали, правда, централизованную там канализацию. В Якутске реставрацию Свято-Троицкого собора ведут без разрешительной документации. В прокуратуру поступило заявление, а Госстройжилнадзор провел проверку. Репортаж Дмитрия Тымырова. Об этом стало известно после поступления заявления в адрес прокуратуры республики от одного гражданина столицы. По данному факту Управление Госстройжилнадзора Якутии провели административное расследование и выявили нарушения. Земли принадлежат охраняемые на местном уровне, на региональном уровне, да, поэтому объект должен подлежать государственному строительному надзору именно нам, как региональное. На сегодняшний день извещения о реставрации, о реконструкции у нас не имеется. Надзорные органы решили посетить данные объекты вместе с представителями СМИ, но служители Бога отказались их впускать. Ирина Ильинична, вы чего вы говорите? У меня 2 свидетеля, Вот 2 свидетеля, хорошо. Камеры не нельзя сюда, потому что объект находится на реставрации. На реконструкции. Вот, вы отсюда снимите, внутрь не надо заходить. Давать официальный комментарий, какие работы идут и на какую сумму, и что именно реконструируют, они отказались, ссылаясь, что представители, ответственные за СМИ, находятся за пределами Якутии. Снимите так, все, сняли, все. Все, хорошо.
До свидания. По итогам проверки надзорный орган наложил административный штраф на застройщика. Это централизованная религиозная организация Якутской епархии Русской Православной Церкви по части 1 статьи 9.5 Кодекса об административных правонарушениях. Данная организация примет административное воздействие, да? Наложим штраф 50 тысяч, 500 тысяч и 20 тысяч на должностное лицо. Напомним, Свято-Троицкий собор – это первый кафедральный собор Якутской епархии Русской Православной Церкви, который сохранился до наших дней в полуразрушенном состоянии. Он был построен в 1728 году. С 2016 года здесь начались реставрационные работы. Как нам стало известно, в здании восстанавливает колокольню, от которого в настоящее время остался только фундамент, и воеводскую канцелярию, которую в будущем планирует использовать в качестве церковного дома. Когда завершатся ремонтно-восстановительные работы, неизвестно, ведь теперь нужно получить официальное разрешение от надзорных и градостроительных органов. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Якутск. Министр образования Якутии Владимир Егоров прокомментировал решение по компенсации за детский сад. Как известно, теперь эту помощь будут получать только малообеспеченные семьи. Ранее возмещение части платы полагалось всем родителям, чьи дети посещают детсад. Если в семье один ребенок, не менее 20%, если в семье двое, не менее 50%, если трое и больше детей, то выплачивалась компенсация не менее 70%. При этом подобного рода норма распространялась на количество детей, независимо от того, ходят дети в детский сад или нет. Однако с февраля этого года принято решение установить критерии нуждаемости для семей, имеющих доход ниже прожиточного минимума. Также внесена поправка, что при достижении ребенком совершеннолетнего возраста его уже не будут брать в расчет при начислении компенсации. Что касается конкретно вот этого постановления, то здесь мы этим постановлением постарались соблюсти принцип адресности. Именно малообеспеченные люди могут теперь получать компенсацию вот с этих расходов на дошкольное образование своих детей. В этом учебном году экзамен по русскому языку в 9 классах будут сдавать в 2 этапа: собеседование и письменная часть. Как идет подготовка в Мирнинском районе, передает наш корреспондент Марфирина Алексеева. Если раньше, чтобы допустить девятиклассника государственной итоговой аттестации, хватало только не иметь задолженности по всем предметам, то с этого года еще нужно получить зачет в устной части. И только после этого ученик допускается к госэкзамену. Показывает готовность наших детей к умению общаться в обществе. Многие же идут после 9 класса. И вот это умение устроить разговор с собеседником, умение представить себя, связанная монологическая речь. Все эти навыки, они им понадобятся, несомненно, в будущей жизни. В Мирнинском районе итоговое собеседование будет проходить в 18 школах, в которых зарегистрировано 989 учащихся 9 классов. 13 февраля собеседование пройдут 980 учеников. 9 ребят в связи с участием в всероссийских олимпиадах и спортивных состязаниях будут сдавать экзамен в дополнительный период. Это 13 марта и 6 мая. В эти же сроки могут сдать ученики, получившие незачет. Продолжительность проведения собеседования для каждого составляет в среднем 15 минут. Задание состоит из 4 этапов: выразительно прочитать текст, пересказать его, построить монологическое высказывание с опорой на предложенный план, принять участие в диалоге на выбранную тему. Готовлюсь, читаю достаточно много книг, чтобы грамотно формировать свои мысли. На мой взгляд, самый сложный этап – это монолог, возможно, так как надо очень грамотно сформулировать свои мысли. Самым сложным, пожалуй, было легкое волнение в начале. Я бы посоветовала не волноваться и вспомнить о том, что это довольно просто, и то, что мы этим занимаемся каждый день. Мы каждый день разговариваем между собой, мы каждый день что-то читаем. То есть это просто, по сути, проверяют то, чем мы занимаемся ежедневно. После завершения участнику предоставляется право прослушать свой ответ, чтобы убедиться, что аудиозапись проведена без сбоев и помех. Результатом собеседования является зачет или незачет. Экзаменуемый получает зачет в случае, если за выполнение всей работы он набрал 10 или более баллов. Максимальное количество баллов – 19. Обработка результатов должна завершиться не позднее, чем через 5 календарных дней. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный.
Сейчас короткая пауза. Вернемся через пару минут. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части программы «Итоги дня». Праздник Белого месяца в городе Нерюнгри отметили буддийский Новый год Сагаалган состязаниями и конкурсами. Первые зимние наши. Дети Азии набирают обороты. Сегодня состязались наши хоккеисты. Прямой эфир Якутия-24, программа «Итоги дня». Мы продолжаем выпуск. Предприятия Южной Якутии установили новый рекорд по добыче полезных ископаемых – более 17 миллионов тонн угля. Из них почти 12 миллионов тонн приходится на предприятия Мечела, Якутуголь и Эльгауголь, отметил вице-премьер Кирилл Бычков в ходе отчета правительства Якутии. Также был затронут вопрос строительства моста через реку Алдан к поселку Джебари-Кихая, где находится одноименный угольный разрез Якутугля. Наличие постоянной переправы должно позволить обеспечить ритмичность работы предприятия. В свою очередь министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко отметил, что работа в этом направлении уже ведется. В Нижнем Куранахе Алданского района местная пекарня ежедневно выпускает свою продукцию. Население довольно. Сюжет Татьяны Вахниной. Татьяна Колосова – заведующая производством Нижнекуранахского пекарного цеха. Ассортимент продукции, изготавливаемой в цехе, состоит из 58 наименований. И о каждом блюде Татьяна знает все. Пирожки всякие разные, беляши, вот это состряпано, пицца, сосиска в тесте, шанишка, курники, мешочки слоеные в тесте, пироженки. Кулинарное великолепие выносится в зал с пылу с жару. На полках и на витринах лакомые шедевры не залеживаются. Выпечка расходится, что называется, в лед. Пирожки беру иногда. Пирожки похожи на домашние? Конечно, пирожки вкусные, свежие всегда. Вся трудовая деятельность Татьяны Колосовой прошла в торговле. В 90-х работала в алданском магазине. Последние 1,5 десятка лет трудится в Нижнем Куранахе. Помимо торгового дела, коим владеет профессионально, Татьяна освоила множество тонкостей и секретов кулинарии. Немало она может рассказать и о социальной психологии отдельных эпох. Сегодня покупатель совсем не тот, каким был 30 лет назад. Если честно, изменился. Тогда более такой стал, знаете, выборочный. Вот. Не так, как вот раньше было, что раз-раз там по талонам, когда, помните, было, все это брали. А сейчас выборочно, да, люди выбирают, что им взять, что подходит, что не подходит. Где-то закажут что-то. За свою трудовую деятельность Татьяна сделала еще один интересный вывод. Чем лучше снабжение и выше доходы семьи, тем меньше времени хозяйка проводит на кухне, стремясь порадовать близких вкусненьким. Хотя выпечка по-прежнему любима и детьми, и взрослыми. Пожилые ходят очень много, берут, пенсионеры у нас берут пирожки. Сами сейчас уже люди не хотят стряпать, берут пирожки всякие, берут печеные пирожки, они больше на печеные налегают. Дети у нас здесь, недалеко школа. Купить проще, чем готовить, и это распространяется не только на выпечку и десерты, но также на полуфабрикаты. Котлеты, отбивные, тефтели и пельмени – пища гурманов. И на полуфабрикаты, которые производятся в цехе, спрос стабильно высокий. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алданский район, поселок Нижний Куранах. В городе Нерюнгри отметили буддийский Новый год Сагаалган, организовали конкурсы и различные состязания, рассказывает Александра Цыбикова. Зимний вид бурятской народной игры Шагайнадан собрал за столом как мастеров-любителей, так и заинтересовавшихся новичков. Как верят буддисты, игры, которые проводят на Сагалан, устраивают не ради развлечения. Они призывают благополучие, счастье, здоровье, плодородие и богатство. Все традиции, все наши национальные праздники не проходят без наших национальных игр. Вот мы, как носители вот этих всех традиций всего нашего народа, как вот живущие на земле Аланхо, мы должны продолжать и сохранять наши все традиции. Сбивание хребтовой кости Хайер-Шалган – соревнование не для слабых. Разбивать кость голыми руками вызвались более 20 участников. Мероприятия вообще постоянно должны проводиться именно нашей автономии, для того, чтобы не забывать своих традиций, своих всех вот этих, своего начала. В первый раз поучаствовал Хайер-Шалган, кости ломать. Занял 4-е место. После подведения итогов победители получили приятные памятные подарки, денежные призы и приглашения на концерт.
Почетными гостями стали представители бурят-пиростроителей БАМа, долгожители на Нерюнгринской земле, среди которых была Валентина Садбоевна, прибывшая в Южную Якутию в 1977 году. Жили сначала в палатках, потом в общежитии жили. Это самое, наверное, года 4 или 5. Потом я от Нерюнгринской центральной районной больницы квартиру получила, и дети выросли. Яркими национальными номерами порадовали танцевальный ансамбль «Тандем» и ансамбль «Алтан-Булак». Главным танцем вечера стал «Йохар». Завершилась встреча за приятным дружеским застольем. Александра Цыбикова, Захар Головин, Нерюнгри. В Южно-Сахалинске зимние дети Азии набирают обороты. У лыжников стартовали гонки в свободном стиле. До этого они состязались в классике. Тогда золото досталось сахалинке Анне Коженовой, а москвичу Илье Трегубу. Сегодня новоиспеченные чемпионы первых зимних игр «Дети Азии» снова заявлены в стартовых протоколах. Василий Радченко продолжит. И не только они. Практически все спортсмены, выступавшие в спринте, приняли участие и во втором этапе. Но в отличие от первого соревновательного дня, трасса стала еще сложнее. Сегодня спортсменов ждали довольно жесткие условия. Это дистанция в 5 километров для девушек и для юношей 10 километров извилистых поворотов, а также крутых подъемов и спусков. У этой девушки гонка не задалась изначально. Это Анастасия Шабо, единственная спортсменка, представляющая на играх Сирию. Заметно, что на лыжи она встала не так давно. А следующими на трассу вышли юноши. Хорошо, заряжено. Готов, надеюсь, пробежать его лучше, чем предыдущую. Надеюсь, сегодня выиграть. Но интриги на забегах не случилось. Золото, как и в первый соревновательный день, снова взяли Илья Трегубов из Москвы и сахалинская спортсменка Анна Коженова. Вообще трасса достаточно тяжелая, затяжные подъемы. Но рада, что все сложилось. Осознание не пришло еще, конечно, того, что что-то заняла и вообще. Но очень приятно все равно. Спасибо за поддержку всем. Я очень рада. Поздравляем дважды чемпионов игр «Дети Азии». И кто знает, возможно, через 3 года мы увидим их на пьедестале Олимпийских игр. Василий Радченко, Сергей Козюра, «Дети Азии», Сахалин. Тем временем свой первый матч в Южно-Сахалинске сыграла сборная Якутии по хоккею. Это игра группового этапа против команды Туркменистана. Репортаж Юрия Осипова. Якутяне сразу взяли инициативу в свои руки и забросили шайбу через несколько секунд после сигнала. Поймав волну, якутская сборная продолжила серию успешных атак. К концу первого периода табло показало счет 6-0. 100% речи нет. Ну, то есть не сыграли нас по своим возможностям, как они могут. Не показали той игры, которая должна быть. Несмотря на это, якутяне продолжили увеличивать разрыв в счете. Мощную поддержку нашим хоккеистам оказывают болельщики, которые приехали специально поболеть за родную команду. Тут и там на трибунах можно увидеть якутские флаги, которые подбадривают наших ребят. В середине второго периода команда Туркменистана забросили шайбу, но ситуацию изменить уже не удалось. Итог матча 17-2. Доволен игрой, но некоторые моменты не получались там. Большинство, допустим, не забивали. Будем исправлять свои ошибки. Вот приехал в Южно-Сахалинск поболеть за своего сына, за хоккейную команду Якутия. Поехал с настроем бороться, выигрывать, на позитиве. Так что все нормально, тренируются. Они улетели давно уже, как 2 недели здесь живут. Тренируются, готовятся. Так что, думаю, все в их руках, будут стараться. 12 февраля в рамках группового этапа наши хоккеисты встретятся со сборной Уральского федерального округа. Юрий Осипов, Семен Афанасьев, Александр Юрков, «Дети Азии», Сахалин. Таковы итоги дня сегодня. Оставайтесь на нашем канале Якутия 24 и будьте всегда в курсе.